Биометрический паспорт значительно отличается от обычного загранпаспорта. В него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев. Также биометрический паспорт выдается сроком на 10 лет, а это главное его преимущество, считают сотрудники посольства. В Абхазии оборудование для подготовки биометрических паспортов тоже было поставлено несколько лет назад. Но в связи с тем, вы, наверное, прекрасно знаете, что, к сожалению, условия нам не позволяли нормально работать, потому что старое посольство было слишком маленькое, и оборудование стояло, скажем, назовем так, может, в полускладских помещениях. И вот с апреля месяца 2017 года мы можем осуществлять прием граждан, желающих оформить себе биометрические паспорта. Для получения биометрического паспорта необходимо лично явиться в консульский отдел посольства России в Абхазии. С собой нужно иметь паспорт гражданина России, паспорт гражданина Абхазии, свидетельство о рождении, свидетельство о браке при условии, что менялась фамилия, и трудовую книжку. Уже на месте граждане фотографируются и вместе с сотрудниками паспортного стола заполняют электронную анкету. Вся информация, естественно, в электронном виде отправляется в Москву по специальным каналам. Это, с одной стороны, очень удобно. Почему? Потому что, грубо говоря, мы отработали там 2-3 дня, и всю информацию, то, что люди обратились к нам, мы собираем на специальные флешки и отправляем в Москву по электронным каналам. И буквально там, грубо говоря, через полчаса вся информация уже в Москве. Сотрудники посольства отмечают, замена обычного загранпаспорта на биометрический не только ускорит процесс получения документа, но и облегчит работу всего посольства. Ведь в течение 2018 года появится необходимость заменить более 40 тысяч обычных российских паспортов. Соответственно, будут большие очереди и возможные задержки получения документа, удостоверяющего личность в срок. Иногда приходят сразу ответы на 300, на 400 паспортов, понимаете? Это вот сейчас. А если вот как в 2018 году ожидаем, вот это до 40 тысяч, вы представляете, какой объем. У нас, вы сами прекрасно понимаете, что у нас штат не 100 человек, и оборудование для подготовки этих паспортов тоже, понимаете, не целый цех. Поэтому, конечно, это все очень сложно. С российским биометрическим паспортом значительно упрощается процедура получения виз в большинство зарубежных стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения. К тому же наличие данного паспорта облегчает прохождение границы многих государств, так как на пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Обладателям паспорта нового поколения или биометрического паспорта как бы идет приоритет, можно сказать, да. Потому что во многих, скажем так, назовем их развитых странах, потому что они уже давно сами перешли на эти паспорта, действительно это биометрия. Плюс даже при прохождении паспортного контроля во многих странах, во многих аэропортах созданы специальные коридоры. Биометрический паспорт просто вставляется в систему, и благодаря наличию вот этого электронного чипа информация моментально читается. И сразу у него все на экране загорается. Это просто ускоряет гораздо проход. Есть страны, в которых уже практически с обычными 5-летними паспортами не пускают. Требуют обязательно наличия биометрического паспорта. Биометрический паспорт выдается людям с 3-летнего возраста. Правда, специалисты рекомендуют родителям оформлять биометрические паспорта детям от 10 лет. Есть еще несколько критериев, по которым граждане не смогут получить биометрический паспорт. Биометрический паспорт не выдается людям, которые впервые оформляют загранпаспорт. Впервые. Если вы хотя бы раз оформляли загранпаспорт, естественно, российский, даже если он у вас просрочен, то все равно, он уже был вам выдан, то, пожалуйста, биометрия. Если человеку надо обязательно иметь биометрический паспорт, но он оформляет впервые, мы тоже нашли из этого выход. Вы оформляете себе обычный 5-летний паспорт, вот вы его сегодня получили, и сразу идете оформлять биометрию. По закону вы имеете право иметь 2 загранпаспорта. Но, еще раз подчеркиваю, 2-й загранпаспорт
может быть только биометрический, никаких других. Биометрический паспорт детям до 14 лет стоит 2600 рублей. Взрослому человеку оформление документа, удостоверяющего личность, обойдется в 5200 рублей. Для получения загранпаспорта необходимо оплатить консульский сбор в кассе на Званба-9. Значит, обычный паспорт стоит, пятилетний, для взрослого 1950, а для ребенка 650. Но это на 5 лет, а это на 10. В принципе, получается то же самое. Многие говорят, что вот в России подешевле. Да, в России подешевле. В России, я сам читал, биометрия 3500. Но вот я недавно читал на МВДшном сайте России, что вот прям вот планируют поднять стоимость биометрического паспорта для взрослых до 5000. У консульского отдела посольства России в Абхазии очередь. Кто-то сдает документы на получение паспорта, кто-то уже его получает. Но тех, кто оформляет биометрический паспорт, здесь не так много. Я хотел просто на 5 лет, который поменять. А мне сказали, на 10 здесь делают. Вот я пришел сюда. Ну, конечно, удобно. 5 лет пролетает быстро, так я оттуда с границы ехать, это 100 километров сюда и обратно 100. Пенсионерам тем более очень трудно. Срок оформления паспорта менее 3 месяцев. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.